Ежегодно в России от передозировки наркотиков и различных психотропных препаратов умирает около 8 тысяч человек. Эти показатели напрямую отражаются и на количестве совершенных преступлений. Большую партию наркотических средств изъяли на днях у жителя Кантышева. Он хранил марихуану в бочках. Для чего, что за это грозит и как с этим явлением бороться, расскажет Муслим Ганиев. Пару лет назад так сидели с друзьями, и делать было нечего. Это было вечером где-то в районе 12. Друг предложил, говорит, давай попробуем. Так начинается знакомство молодых людей с наркотическими средствами. Этот шаг им может стоить здоровья и будущего. Герой этого сюжета, который предпочел остаться скрытым, с недугом справился, вернее, вовремя остановился. Однако это больше исключение из правил. Мэка, я тебе говорю. Наркотики колят, пьют, курят, капают в нос. Ради моментного удовольствия наркоманы готовы пойти на все, лишь бы получить очередную дозу. Мы привыкли видеть наркоманов, тех, кто вводит наркотики внутривенно, обычной иглой. Однако в последнее время все больше людей переходят на аптечные наркотики. Они привлекают молодежь своей доступностью и легкостью, вызывают быстрое привыкание, а их употребление приводит к необратимым последствиям. За незаконным хранением и распространением наркотических средств в республике следит Управление наркоконтроля Ингушского МВД. А противодействие наркомании – одна из главных задач министерства. Проведенными мероприятиями в этом году выявлено 176 преступлений в сфере оборота наркотиков. К уголовной и административной ответственности привлечено 231 лицо. К уголовной ответственности 117, к административной 114. Из незаконного оборота изъято более 133 килограмм наркотических веществ разного вида. Прегабалин, он же лирика, дезиморфин, габапентин, тропикамет. Список наркотических средств аптечного направления можно продолжать долго. В медицине у них различные назначения, а вот для наркоманов одно – уйти в эйфорию. Эти препараты стоят в особом списке, и купить их можно только по назначению врача, а тех, кто реализует их без рецепта, ждет судебное разбирательство. Действительно ли указанные препараты можно купить только по рецепту врача, мы решили узнать в одной из столичных аптек. Добрый день. Подскажите, прегабалин есть? Нет, нет. А дезоморфин? Нет. А что вообще из этой области у вас есть? Вы знаете, что эти препараты отпускаются строго по рецепту? То есть я их не могу купить? Нет, вам нужен специально выписанный рецепт от врача, 148 бланок. Эти препараты под предметно-количественным учетом. А где-нибудь аптеку не знаете, где можно? Нет, у вас не получится их взять в аптеке. Еще не так давно вариант осуществления сделки с конечным покупателем был только один – передача товара из рук в руки за наличные деньги. Современные средства коммуникации позволили модернизировать процесс наркоторговли, исключив прямой контакт наркодилера с потребителем. Это стало возможным благодаря тому, что появилась новая профессия – закладчик. Посредники между продавцами и покупателями наркотических средств. Они выполняют роль курьера. По телефону мы обычно звонят барыги, по телефону такой есть сленг. И как бы ему говорят, есть ли там тема, так тоже называется. Он сначала требует деньги, мы эти деньги ему отсылаем. После получения оплаты клиенту высылают фотографии и точные координаты товара, чтобы тот смог самостоятельно подойти и забрать его. Марат Гиграев в должности руководителя наркоконтроля 3 недели и пока только входит в курс. Большую партию наркотических средств сотрудники управления изъяли на днях у жителя сельского поселения Кантышева. Нарушитель хранил у себя во дворе марихуану в бочках, и предназначалась она явно не для личного пользования. С сентября текущего года успешно проведенными мероприятиями сотрудниками УНК была пресечена преступная деятельность жителей Республики Ингушетии, где в ходе контрольных закупок было обнаружено более 25 килограммов марихуаны растительного происхождения.
Производство и продажа наркотических средств – один из самых выгодных видов бизнеса. Распространители наркотиков идут на любые ухищрения, чтобы осуществить успешную продажу запрещенного товара. Прибыль настолько высокая, что преступники занимаются этой деятельностью, несмотря на самые суровые наказания со стороны органов правопорядка. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено 2 статьи за сбыт наркотических средств и психотропных веществ и сильнодействующих веществ. Так, статья 234 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за сбыт сильнодействующих веществ и предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Но в случае квалифицирующих признаков, таких как совершение преступления в группе лиц по предварительному сговору, наказание предусматривает уже до 5 лет лишения свободы. Если данное преступление совершено организованной преступной группой, то до 8 лет лишения свободы. Статья 228 прим. 1 Уголовного кодекса предусматривает уже более тяжелую ответственность за сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Уже по части 1 наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы. В случае же совершения при квалифицирующих признаках, такие как группа лиц по предварительному сговору, организованные преступные группы, совершение преступления в отношении несовершеннолетнего, наказание может быть от 8 до 20 лет лишения свободы. В 2020 году, а именно в первом полугодии 2020 года, судами республики рассмотрено 56 уголовных дел в отношении 59 лиц. В психоневрологическом диспансере региона на сегодняшний день стоят на учете свыше 1500 человек, которые употребляют наркотики. Причем это только те, кто попался. На самом же деле их намного больше. В подтверждение кадры с этого видео. Добровольные бригады антилирика созданы в большинстве сельских поселениях республики. Они на общественных началах занимаются поиском и разоблачением наркоторговцев. Если наладить более тесное взаимодействие их и сотрудников наркоконтроля, ситуация может быть исправлена. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.